Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Каждый раз, отправляясь за покупкой, мы рассчитываем купить качественный, безопасный и не очень дорогой товар. Сегодня мы поговорим о качестве и безопасности. Чем же руководствуется обычный покупатель, выбирая продукт? Об этом мы решили узнать в ходе нашего опроса. Когда вы выбираете продукты, на что вы в первую очередь обращаете внимание? Какими критериями руководствуетесь? В первую очередь, чтобы качество было, цена, чтобы была подходящая. На вкус, путем проб и ошибок. Натурпродукт, чтобы был. Поменьше ГМО, чтобы смотрим состав, смотрим все, из чего сделано. Без красителей, без всякой ерунды. Чтобы были свежие продукты, чтобы внешний вид сначала смотришь, потом смотришь на срок годности, все, а по другим как по критериям никак нельзя сейчас брать. Чтобы качественно было и приемлемые цены, от зарплаты все зависит у нас. Срок годности, качество, срок годности. А что для вас качество? Чтобы было бы натуральное, а не химии, добавки всякие. В первую очередь на состав, на срок, на годность. Ну и уже, естественно, смотрим уже и на цену, как всегда. Для меня, кажется, это вкусовые, натуральные вкусовые качества. Как в советское время у нас была вкусная колбаска с чесночком, со всякими вкусными специями. Все хотелось есть. Сейчас тоже есть вкусная колбаска, но она очень дорогая. И тоже, может быть, не всегда попадает. Чтобы соответствовало стандартам, чтобы излишних градиентов не было в них. Вот это называется качественный продукт. Срок годности, качество, приемлемые цены – это то, на что в первую очередь обращают внимание рыбничане, выбирая продукты. Немаловажную роль играет и внешний вид товара, но руководствоваться только внешним видом продукта специалисты не рекомендуют. Есть ряд документов, которые должны сопровождать товар и подтверждать качество конкретного продукта. Одним из таких документов является сертификат соответствия качества. Качество обосновывается требованиями стандартов на данный продукт. Значит, на каждый продукт, выпускаемый, имеется обязательно нормативный документ. Это ГОСТы, это технические условия, ОСТы, есть отраслевые нормативы, значит, есть санитарные нормы и правила. Там, если строительная продукция, есть строительные нормы и правила, в которых оговариваются, значит, показатели качества и безопасности данного продукта. Значит, для этого, чтобы доказать качество этой продукции, существуют органы по сертификации. Мы, как третейские судьи, независимые, не заинтересованные в результатах сертификации, как говорится, показателей, когда проверяют лабораторно, значит, мы ничего не имеем ни к потребителю, ни к изготовителю. И мы, как третья независимая сторона, подтверждаем соответствие данного товара требованиям стандарта. Как я уже говорила, где оговариваются вот качественные показатели все и показатели безопасности. Рыбницкий хлебокомбинат обеспечивает хлебобулочными изделиями бюджетные организации 4 районов Приднестровья – Рыбницкий, Григоропольский, Дубасарский и Каменский. Ассортимент кондитерского цеха хлебокомбината насчитывает более 30 видов изделий. В их числе печенье «Минутка», слоенки, рогалики с начинкой, рулеты с халвой, кексы и другие хлебобулочные изделия. Мы стараемся, конечно, вырабатывать качественную продукцию, потому что в нынешних условиях это один из самых главных показателей того, как работает предприятие, насколько продукция качественная, как ее покупает потребитель. Поэтому, конечно, мы стараемся вырабатывать качественную продукцию. У нас продукция сертифицирована, лаборатория у нас на предприятии на протяжении всех лет работает, и проводим испытания продукции. То есть стараемся, чтобы некачественная продукция не попадала в торговую сеть. В сменах у нас есть операторы технологических линий, которые следят за качеством продукции в процессе приготовления, в процессе производства. Поэтому
Вот так мы стараемся, во всяком случае, работать. А что в вашем понятии качества? Качество, ну, это комплекс требований, которые мы должны соблюдать, которые предъявляются конкретно каждому виду изделия. Они должны соответствовать по органолептическим оценкам, физико-химическим. Мы проверяем на токсичные, на токсичность, радиологию. То есть это все комплекс показателей, которые мы испытываем, на которые мы испытываем продукцию, для того, чтобы выработать продукцию, которая нравилась бы покупателю и была безопасна для здоровья человека. А вообще качество зависит, наверное, от всех составляющих, от сырья, от человеческого ресурса? От всего. Качество продукции зависит и от сырья, оборудование очень важную роль играет, человеческий фактор. Все в комплексе. То есть, если ты приходишь на работу, и ты в хорошем настроении, у нас хорошее сырье, хорошие работники, квалификация, хорошее оборудование, то, конечно, продукция будет высокого качества. Конечно, если есть некоторые недоработки, то это, конечно же, сказывается на качестве. Конечно, учитывая такое не очень хорошее положение нынешнее, в котором находится наше предприятие, но тем не менее мы стараемся. Что зависит от нас, мы, конечно же, делаем. Как часто проводятся анализы, как вообще сертификация? Сертификацию мы проводим раз в 3 года, аккредитацию лаборатории раз в 5 лет мы проводим. Испытание продукции у нас происходит ежедневно. Контроль технологического процесса осуществляют операторы технологических линий в каждой смене. Поэтому стараемся весь комплекс необходимых мероприятий проводить для того, чтобы выпускать качественную продукцию. Мы сертифицировались в системе Молдовы. Правда, некоторые препоны мы не можем выйти на рынок, но приезжали специалисты из Молдовы, они остались довольны тем, как аккредитована наша лаборатория, аккредитовали они в своей системе, сертифицировали продукцию. То есть как бы по показателям мы соответствуем. Мы сертифицировались в системе Молдовы, то есть мы можем свою продукцию реализовывать в Молдове. Как вы думаете, наша продукция соответствует международным стандартам? Не вся, скажу честно, не вся, но кондитерские изделия могли бы поконкурировать с международными требованиями, По хлебу, конечно, у нас есть проблемы, потому что у нас оборудование, у нас не проходят реконструкции, как вот на больших крупных предприятиях, поэтому это все сказывается. А по кондитерке мы довольно-таки неплохо выглядим. В Рыбнице сегодня работают 6 предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия. Для такого маленького города это достаточно много. И работникам хлебокомбината приходится выживать в жестких конкурентных условиях. И им это с успехом удается. Что за хлебушек вы взяли? Хлеб рыбницкий. А вы всегда его берете? Да, постоянно. Расскажите, почему? Ну, просто мне нравится качество хлеба выпускаемого, мне нравится, но я постоянно беру его. Ежедневно. А другой хлеб какой-то берете? Или вот Нет, только это. А сколько лет уже подряд вы берете этот хлеб? В течение 3 лет здесь. А что в вашем понятии качества? Ну, вкус и вид товарный, нравится все. Что за хлебушек берете, что? Расскажите. Беру хлеб 2-го сорта. А как часто берете? Почему? Часто Почему беру и именно хлеб, это и булочки, и пампушки. Не знаю, мне нравится производственность нашего рыбницкого комбината, хлебокомбината. Чем нравится? Вкусовыми качествами. Постоянно сюда заходишь, свежий хлеб. Нравится. Ребеночек меня любит их булочки. В Тараклии работает хлебокомбинат «Мелина». Именно благодаря высокому качеству за последние несколько лет он успешно охватил рынок юга Молдовы. Каждый месяц лабораторные экспертизы и раз в 3 года они проходят сертификацию. Сырье одобрено и сертифицировано молдавским госстандартом.
В Центре общественного здоровья, где, собственно, и проводятся ежемесячные экспертизы хлебобулочных изделий, нареканий нет. Кроме качества хлеба проверяется качество сырья, но качество сырья не проверяется нашей лабораторией, так как сырье поступает уже со всеми документами качества на производство. Во всех случаях качество хлеба соответствует санитарным нормам. Кроме того, что ежемесячно мы проверяем качество хлеба в нашей лаборатории, 1 раз в 3 года проводим сертификацию по всем показателям. И выдается сертификат на 3 года согласно действующих нормативных документов. Кроме хлеба, во исполнении программы по ликвидации йододефицитных заболеваний мы проверяем еще качество соли, которая употребляется в производстве, на содержание количества йода. Когда проводится ведомственный контроль качества хлеба, проверяется кислотность, пористность, влага. А когда проводится сертификация, кроме этих показателей, еще делаются многие металлы, микотоксины, афлатоксины в хлебе. За качеством продукции на прилавках магазинов и рыночных лавок должны следить не только соответствующие на то службы. Сам потребитель делает выбор, что ему покупать и как требовать лучшего качества от производителя. Ведь чем активнее будет сам покупатель, тем ответственнее будет производитель, находясь под чутким, пристальным вниманием служб и самого общества. От самих потребителей зависит многое, подтверждает Нелли Мостовая, но активность граждан, по крайней мере Тараклийского района, оставляет желать лучшего. Несмотря на многие нарекания к реализаторам товаров, к их продукции, которую они продают жителям района, за минувший год только 3 человек приняли решение написать официальную жалобу. В основном нарушения происходят это в области, начиная с самого приема, хранения, не следят за сроками реализации и, естественно, то, что идет в продажу потребителю. Вот здесь у нас есть самые большие такие проблемы, над которыми мы, естественно, каждый раз работаем. И, конечно, хочется, чтобы экономические агенты, кто занимается в этой сфере, чтобы они были более внимательными и продавали людям более качественную продукцию. Скажите, бывают такие моменты, что поступают какие-то жалобы от потребителей, вы их рассматриваете? Были такие ситуации? Да, жалобы от потребителей бывали, и мы их рассматриваем. Но для того, чтобы мы приняли эту жалобу, значит, это должно быть официальное заявление, должны сохранить свой чек. Если это есть, значит, мы тогда можем принять эту жалобу. Если не будет товарного чека, иначе нельзя доказать, откуда был куплен этот товар, соответственно, мы не можем выйти на контроль такого объекта, потому что, ясно, он не сможет доказать происхождение той продукции, из кого это было именно магазина. Чтобы повысить качество товаров, услуг, продуктов питания и самой жизни, начинать надо с себя. Чем внимательнее и требовательнее гражданин будет относиться к окружающим его вещам, людям, будет знать, требовать и защищать свои права, тем ответственнее будут производители и органы, которые ведут контроль над качеством продукции. Как правило, в рыбнице все местные производители сертифицируют свою продукцию, а вот предприниматели, возящие товар из-за пределов ПМР, должны взять сертификат соответствия прямо у производителя, у которого они покупают товар. Уже в рыбнице нужно будет только пройти процедуру признания полученных сертификатов в национальной системе сертификации ПМР. Заключается процедура признания в идентификации товара определенным ГОСТом, принятым в нашей республике. К тому же сертификаты соответствия, выдаваемые зарубежным изготовителем, обязательно имеют русскоязычный аналог, который, согласно международным договоренностям, можно получить по первому требованию. Вся импортируемая продукция в обязательном порядке должна сопровождаться сертификатами соответствия или другими документами, подтверждающими качество. Значит, первым, кто проверяет наличие сертификатов, являются таможенные органы. Если нет сертификата, таможенные органы, значит, берут с вас письменные обязательства, если вы возите продукцию, письменные обязательства по, значит, не использовать, не продавать продукцию до проведения процедуры сертификации. Требуйте сертификат качества. Эту фразу обожают все юристы. И умом мы понимаем, что просить его надо, чтобы быть уверенным, что покупаем нормальный товар. Но сердце-то с тоской подсказывает, что, требуя в магазине показать какие-то бумажки, мы натолкнемся, скажем мягко, на стену непонимания. Поэтому чаще всего этот совет юристов мы игнорируем. А вы когда-нибудь спрашивали у продавца сертификат качества? Нет. Нет, никогда не спрашивали. Но я всегда сижу за сроком годности, вот всегда на это обращаю внимание. Как вы думаете, почему люди не спрашивают сертификат качества? Ну, наверное, люди потому что не знают, что надо спрашивать, можно спрашивать. Лично я вот не знала, что можно у продавцов спрашивать. Скорее всего.
Вот так вот можно, да. Не то, что не образован, ты просто об этом не знаешь. У нас не столько развитая страна, что мы следили за всем этим. Нет, никогда. Не знаю, мы почему-то вот такие какие-то необразованные. Верим. В больших городах требуют, и даже на рынках, да. А мы верим своему глазу, верим на слово. Скажите, а вы когда-нибудь за свою жизнь просили у продавца сертификат соответствия качеству? Нет, вы знаете, как-то вот не приходилось. Ну, я говорю, что один раз мне вот 2 раза получилось так, что мне пришлось вернуть. Это были консервы и рыба. Но знаю, что рыба и консервы это скоропортящиеся продукция, поэтому не потребовала. Хотя знаю, что это нужно иногда делать. О том, как должен выглядеть документ, подтверждающий качество товара и его безопасность, знают немногие. Чаще всего нам предоставляют ксерокопию сертификата, что в принципе просто Филькина грамота. Значит, сертификат соответствия должен быть обязательно в оригинале. Где тут? Дайте, пожалуйста. Цветной. То же самое, если это иностранный сертификат соответствия, он должен быть тоже обязательно с мокрой печатью. Не ксерокопия, как у нас привыкли. Печать и подпись должна быть органа, выдавшего сертификат. Для того, чтобы, я уже говорила вам, для того, чтобы иметь право выдавать самому копии сертификатов, значит, это право должны получить в этом органе, который выдал сертификат, и получить бланки специальные. Копия отличается от оригинала только тем, что вот здесь сверху идет голубым, видите, слово «копия», а не ксерокопия, как у нас привыкли. Ну, у меня есть копия сертификата. Должна быть вот такая копия. Основную роль в контроле за качеством играют и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии. Помимо того, что они проводят различные лабораторные исследования при выдаче сертификата, в их обязанности входит и последующий контроль реализуемой продукции. Это раз в 3 года происходит у нас контроль, плановые проверки. Кроме всего, осуществляются еще внеплановые проверки по договору, который заключает Центр гигиены непосредственно с производителем продуктов питания. Согласно договору заключаются специальные такие мероприятия лабораторные проводятся, особенно в отношении тех производителей, которые выпускают продукты питания, которые касаемо в основном это группа молочная, мясная группа. Все производители заключается, как я уже сказал, договор, те, которые не имеют лабораторного контроля. Производится это не чаще, чем раз в квартал, отбирается продукт и, соответственно, уже под лабораторией проводят необходимое соответствие этого продукта в отношении санитарно-гигиенических показателей и в отношении бактериологических показателей бакообсемененности. Основная задача – это прежде всего определение качества продукта. Сегодня у структур, контролирующих качество, практически нет возможности нагрянуть с внеплановой проверкой, что наверняка могло бы держать в тонусе, в хорошем смысле слова, и производителя, и продавца. Хотелось бы иметь возможность больше и чаще их проверять, не обязательно уже непосредственно раз в 3 года. Особо значимые какие-то продукты, которые могут особую опасность вызвать в заболеваниях. Нагрянуть можно, но с условием, если это есть сигнал в виде жалобы, в виде каких-то изменений, отравлений, либо уже непосредственно, если это непосредственно, ну скажем, упрощенно человек просто-напросто заболел или имеет какие-то, может быть, легкие отравления. Так и напрашивается одна из русских поговорок: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но врач Центра гигиены и эпидемиологии обнадежил, поделившись тем, что в последнее время массовых отравлений не случалось. От изобилия и разнообразия продуктов на прилавках торговых сетей у потребителя буквально пестрит в глазах. Примечательно, что если раньше рыбничане в основном покупали импортные товары, то сегодня, как правило, предпочитают приобретать отечественные. Если местное производство, значит, она более свежая. Если привезенное, оно может быть не очень свежее и не очень качественное. Поэтому интереснее, конечно, когда свой местный продукт. Ну, считаю, что местного, да, лучше.
Потому что там неизвестно, да, откуда она везется, где она хранится и как. А когда она местная, ты знаешь, она выращена здесь, на своей земле. И... Дату производства можно Да. перемаркировать. А здесь, я говорю, Написать, лучше что она все-таки... сегодня выпущена. Если а можно на еще самом раз деле- повторите, да? Дату производства можно перемаркировать, стереть и поставить новую. А на самом деле она может там год хранилась там или неизвестно сколько. А мы покупаем, порой смотришь, вроде бы пока что дата свежая, думаю, приходишь, оно все уже выкидываешь в мусор. Такое пару раз у нас уже случалось. Наверное, местного производителя, конечно, важнее, если есть свои заводы, если есть наша продукция, почему бы нет? Не обязательно постоянно смотреть только на импортные товары и приобретать только импортные товары. Если есть наше отечественное какое-то производство и качество соответствует цене и продукту, почему бы и нет? Ну, надо поддерживать всегда местного производителя, а не привезенного. Надо стараться, чтобы наш местный продукт был высокого качества. И все. Несмотря на такой патриотизм многих жителей Рыбницы и Рыбницкого района, местным производителям нелегко конкурировать на рынке. Тем не менее, среди хозяйственников есть достойные примеры для подражания. Мы находимся на территории агропромышленного комплекса «Фиальт Агро». Это единственное предприятие в Приднестровье, обладающее полным циклом производства. От выращивания сельскохозяйственных культур, развития животноводства до изготовления готовой мясной продукции. Сегодня фирма «Фиальт Агро» – одна из самых крупных животноводческих комплексов Приднестровья. Более 1000 голов крупного рогатого скота. Кроме того, что это хозяйство занимает лидирующие позиции в производстве мяса, предприятие является самым крупным производителем цельного молока, удельный вес которого составляет более 20% молочного производства по Приднестровью. Благодаря грамотному подходу к выбранному делу хозяйство растет и модернизируется. То есть корова подошла, вычислили информацию, и там сразу высвечивает, вот сколько она сейчас, вот она, например, доится, 16-я корова, да, 16 место, там сразу высвечивает 2, 5, 6, и в конце уже 20 литров. И уже по информации, по коду там уже узнаем все о ней, когда ее надо семенить, когда ее надо запустить, когда ее надо снимать с дойки, то есть интересная вещь. Кроме того, что облегчает человеческий труд, что оно еще дает? Оно дает, во-первых, качество доения. То есть здесь система работает так, что человек нам не нужен. Человек только буквально стаканчиками обработал вымя, поставил аппарат, и все. Аппарат сам отскакивает, когда уже корова выдоена, аппарат сам отскакивает и уходит в сторону. А здесь нет, здесь автоматика, все работает компьютер и в додой. То есть сам откидывается аппарат, когда компьютер дает знать, что корова выдоена. Все. Вот это и... А самый жир в молоке, это обычно последний додой, вот когда корова вдаивается, вот там весь жир молока. То есть благодаря вот этому новому доильному залу качество молока становится лучше? Конечно, конечно, конечно. И качество молока, и качество доения. То есть от этого и животные не страдают, потому что если 1, 2, 5 раз оставишь корову недодойную, она просто атрофируется. Да. И вымя уже, то есть она уйдет просто-напросто на мясо. Хорошая корова, которая доит за 30 литров, она через неделю-две уйдет на мясокомбинат Паркан. Тоже к нам, но это нежелательно. Важно отметить, что хозяйственники компании «Фиальт Агро» выращивают и перерабатывают корма сами. Это позволяет и за качеством проследить, и дополнительные затраты снизить. На сегодняшний день у нас 2500 гектаров земли, да, на которой мы выращиваем как технические культуры, имеется в виду зерновые первой группы, зерновые второй группы, имеется в виду кукуруза, подсолнечник. Мы выращиваем еще для обеспечения кормами животных, то есть и люцерну, и сейчас в этом году пробуем новую, скажем там, технологию, новый вид выращивания вика-ржи, озимая вика-рожь. Мы уже посеяли, уже зеленая, если видели, да, зеленая. Мы это убираем в начале мая, залаживаем в яму насенаж для корма, для животноводства. И сразу же сеем кукурузу. То есть получается у нас за год 2 урожая. И заготовка кормов и кукурузу на зерно под поливом, под орошение. То есть мы сами выращиваем абсолютно все, что касается зерна, зерновых культур. Сами выращиваем, сами перерабатываем. У нас сам мини-завод корма
сами заготавливаем корма. То есть кормим, да, перерабатываем, да. То есть корма вы не покупаете? Нет, закупаем только, скажем, там заменитель цельного молока для молодняка. Вот, чтобы не давать молоко цельное, есть сейчас заменитель ЗЦ. А так, что касается корма для взрослых животных, мы это все делаем на месте. То есть ничего не закупаем. Но благодаря этому можно проследить качество колбас, которые... Конечно, конечно. Мы же не используем ненужные вещи, ненужные, скажем, добавки ни в растениеводстве, ни в... У нас классическая обработка земли, классическая уборка, классическая обработка растения. И то есть нет того, чего боятся большинство людей, что не дай бог там что-то ненужное. Нет. У нас свое мясо. То есть мы сами выращиваем, сами перерабатываем на своем мясокомбинате, сами выпускаем продукцию, сами знаем, что мы туда ложим, и сами же кушаем ее. То есть скрывать нечего абсолютно, и не бояться не надо ничего, потому что у нас чисто натурпродукт. Когда мы пришли сюда, на той ферме было около 170 голов крупного роганого скота, имеется в виду коров, а в общем где-то 200 с чем-то голов. На сегодняшний день у нас поголовье в 5-6 раз увеличилось, и дойное стадо, и фуражное, и общее стадо. Вы сказали о том, что когда едешь за рубеж и смотришь на все то, это очень красиво. Когда приезжаешь сюда, здесь надо очень много влаживать и делать, чтобы... Да. У вас вообще есть товарищи, скажем так, коллеги за рубежом, на которых вы смотрите и думаете, что они могут стать примером для вас? Да, у нас, у нас есть знакомые в Румынии, в Венгрии, в Чехии. Они приезжают к нам, мы едем к ним в гости. То есть, почему мы смотрим туда? Потому что там есть чему учиться. Смотрим туда, вот именно в ту сторону, потому что там есть чему учиться. Есть что посмотреть. Есть куда стремиться, вот по ихнему примеру. Не берем мы высокие технологии, вот чисто вот содержание скота. А чем отличается? У нас всегда была скотина была привязана, то есть была на привязи. Ну а она привязана, у нее уже не, скажем так, не тот результат конечный. Потому что когда корова привязана, она не может ходить нормально, не может, когда хочет лечь, не может, когда хочет, потому что она привязана. Неполноценный образ жизни. Да, жизни. неполноценный образ жизни у нее протекает. А, скажем, в Венгрии, в Румынии, в Австрии, в Германии, везде на данный момент скот беспривязный. Вот к чему и дошли и мы. Все переломали, все разломали, все разнесли, постелили соломку, и вот они свободно гуляют, пьют воду, кушают. Моцон — это тот же массаж. То есть она должна ходить, она должна гулять, она должна дышать и лежать, когда она хочет, но никогда ее заставят. Отсюда и молоко, отсюда и качество молока, отсюда и здоровые животные, меньше То есть для вас примером послужила именно вот беспривязанность коров. Да. А у них есть чему поучиться у наших предпринимателей? Есть. Венгры приезжали к нам. У них содержание телят, мы поднимемся там в боксах маленьких, заводские, которые стоят 250 евро один бокс. Да? А мы сделали так, который нам обошелся один бокс около $100. То есть вот чему надо учиться. Понятно, там много денег. Минимизировать. Да, много денег, Европа дает деньги, и тратить чужие деньги легко. А они у нас были, когда посмотрели, что мы сделали, нам обошелся этот бокс не полных $100, пускай даже будет $100, то это не 250 евро. То есть вот чему учиться у нас, экономить, творить что-то и творчески подходить к процессу вообще, не только в животноводстве.
Сельхозпредприятие «Фиальт-Агро» уверенно завоевывает рынок в регионе. Торговля своей продукцией за пределами республики пока только в планах, как и цех по переработке молока в готовую молочную продукцию. Но в Приднестровье уже есть предприятия, которые достойно конкурируют за рубежом. Например, постельное белье фабрики «Тиротекс» уже давно востребовано на рынках Европы, как и продукция завода «Квинт». Качество коньяков высоко оценили. Расширить рынки сбыта и выйти на международный уровень стремятся и на Рыбницком цементном комбинате. Здесь уже завершен процесс сертификации продукции и аккредитации испытательной лаборатории в Румынии. Предприятие производило цемент и проводило оценку его качественных характеристик в соответствии с европейскими стандартами. В целях проведения сертификации комбинат заключил договор с одним из румынских сертификационных центров в Бухаресте. И если на этом предприятии только начали экспортировать сертифицированный цемент в Румынию, то обувная фабрика Soft Shoes большую часть своей продукции реализует на мировых рынках. Собственники одного из приднестровских обувных предприятий в свое время не побоялись инвестировать в модернизацию производства. И сегодня фабрика Soft Shoes не просто держится на плаву, а и продолжает наращивать объемы. Самый основной успех – это то, что мы на сегодняшний день работаем. Работаем практически с загрузкой на 95%, а по отдельным цехам и подразделениям порядка 100% загрузка. То есть у нас есть заказы, у нас есть определенные сроки, и мы успешно работаем. То есть мы можем похвастаться тем, что у нас есть заказы, и они расписаны практически аж до сентября месяца. Технологическая модернизация и реконструкция цехов были проведены и в рыбницком филиале Soft Shoes. Количество работников увеличилось со 120 до 602 человек. Каждый сезон разрабатываются новые модели. Сегодня продукция одного из успешных приднестровских предприятий обувной промышленности Soft Shoes поступает в 80 стран мира. Для европейских стран, для стран Азии, для стран Америки Южной. Поэтому география большая. На сегодняшний день достаточно большой наш клиент английский БХС. Есть еще ряд клиентов. Это Арабские Эмираты, это Соединенные Штаты. Перечень большой. В прошлом году на обувной фабрике Soft Shoes было выпущено более 1 миллиона пар обуви. Несмотря на то, что практически вся продукция экспортируется, софтшузовские черевички можно приобрести и в 3 фирменных магазинах, которые открыты в Тирасполе, Бендерах и Рыбнице. Чтобы продвигать свои товары на международные рынки, предпринимателям необходимо знать о стандартах качества, которые предъявляются за пределами Приднестровья. И чтобы повысить знания в этой области, Торгово-промышленная палата Республики Молдова провела ряд семинаров, которые поможет предпринимателям ориентироваться сегодня на рынке товаров и услуг. Это был ответ на запрос наших предпринимателей. Они хотели более детально изучить торговые преференции для стран Европы, для экспорта товаров в страны Европейского Союза и для экспорта товаров в страны СНГ. Начальник управления аккредитации органов по сертификации и инспекции Республики Молдова Эмилия Гнатюк поделилась общими впечатлениями от проведенного семинара и ответила на ряд вопросов о возможных перспективах местного предпринимательства. На сегодняшний день есть предприятия, которые сертифицируют свою продукцию, экологическую продукцию в соответствии с требованиями европейскими. Есть и несколько предприятий, которые сертифицированы. Продукция соответствует европейским требованиям. И любой оператор сельскохозяйственной продукции может подать заявку, чтобы включили его в реестр как производителей экологической продукции, но для этого, конечно, должны соблюдать требования этих технических регламентов. Оператор сельскохозяйственной продукции для того, чтобы стал оператором и выпускал экологическую продукцию, он должен пройти период конверсии согласно 834 для виноградников, для садов это 3 года, для фруктов, овощей, для овощей чуть меньше, в соответствии с этим регламентом. Нашим предпринимателям вообще посильно оказаться на таком высоком уровне? Всем посильно. Конечно, стоит только захотеть, и всем можно это делать.
Вот, возможно, обычный предприниматель, который просто совестливый человек, который хочет выращивать нормальную продукцию, не опрыскивает, старается сделать для себя, он кушает сам эту продукцию и продает. Скажите, почему он должен ознакомиться со всей этой системой? Почему должен знать и технические регламенты европейские и молдавские, конечно, законы? Это очень важно, потому что согласно молдавскому закону о пищевой продукции, любой предприниматель, который хочет выпускать сельскохозяйственную продукцию, должен соблюдать и требования этого закона, соблюдать и принципы ХЧЧП, ХАСП, так называемые, которые ссылаются на определение критических точек, на законы о гигиене, европейский закон. И если не будет знать эти законы, то, конечно, он не будет соблюдать все требования, и тогда, конечно, продукция не будет приниматься на рынок европейский, рынок СНГ, страны СНГ и вообще на любой рынок. До того, как вот появились эти европейские стандарты, да, качества, до того, как Молдова подписала это соглашение. Вот до этого, скажите, как работал контроль? Насколько качество было хорошим или плохим до этого? Был очень большой контроль. Контролировалась каждая партия продукции. Это приводило к тому, что наши производители тратили очень много денег на контроль каждой партии. Если будет контролироваться процесс, то это будет и меньше расхода, и больше доверия в том, что этот продукт произведен в соответствии с требованием документов. Европейским, молдавским, любых стран. Потому что эти документы, эти стандарты международные, признаны по всему миру. Спорить о том, что важно не только производить качественный и безопасный товар, но и находить рынки сбыта, смысла нет. Ведь конечной целью любого предпринимательства является извлечение прибыли. И, естественно, чем шире рынок сбыта, тем прибыльнее дело. Именно поэтому бизнесмены стремятся не только повышать качество своих товаров и услуг, но и расширять рынки сбыта. Эта тема очень актуальна, потому что каждое предприятие, производящее ту либо иную продукцию, должно следить за качеством, которое она выпускает. А международная сертификация системы качества позволит выйти на международные рынки. И каждый потребитель, смотря на нашу упаковку, видя, что мы работаем по определенному качеству, которое гарантируется международными организациями и нами как производителями, убедит его покупать нашу продукцию, а не чью-то другую. Это очень актуально на сегодняшний день. Узнала новые требования, их понятия, хорошо разъяснили их. Эта система поможет в той деятельности, она нас приучает к порядку, к ведению чистоплотности, для того, чтобы мы стремились к улучшению нашего товара, для улучшения ведения бизнеса, улучшению работы с сотрудниками нашими. Стремление предпринимателей узнать как можно больше о международных стандартах, о всех требованиях, предъявляемых на европейских рынках, не оставляют без внимания представители Торгово-промышленной палаты Республики Молдова. К сожалению, малые предприниматели или эти торговые работники, которые на рынке, сегодня их подходы и стиль, они устаревают, потому что нужно сегодня для того, чтобы реализовать продукт, чтобы вести успешно бизнес, нужны новые подходы. Во-первых, должен быть изыск определенный в выборе товара. А это надо изучать наш рынок на месте, с учетом того, сколько у нас женщин, сколько мужчин, сколько детей, направления моды и так далее. И мы предполагаем такие семинары, комплекс семинаров провести для этой категории наших предпринимателей с тем, чтобы они могли успешней реализовывать продукцию. Но самое главное у нас направление – это работа с малыми предпринимателями и оказание им существенной методической помощи, которые намереваются заниматься
производством товаров и услуг. Потому что если взять статистику и посмотреть, сколько у нас малых и средних предприятий, чем они занимаются, то производством занимаются очень и очень мало. Продавать как бы это уже результат того труда, который произведен кем-то. А мы же можем, тем более, что в правительстве Приднестровья говорят об импортозамещении. Мы можем производить продукцию не хуже, чем китайская продукция, чем турецкая и так далее. Но нужно людей нацелить на это, создать определенные условия для того, чтобы они хотели и могли производить продукцию. В этом году мы освоили новый такой вид информационного обслуживания наших экономических агентов. Это проведение скайп-семинаров, скайп-конференций с участием этих городов, районов Украины, Молдовы и, думаю, Белоруссии. Мы тоже запланировали такую скайп-встречу с белорусами с тем, чтобы дать возможность нашим экономическим агентам налаживать коммерческие торговые контакты, не тратя много денег, но иметь возможность как бы удовлетворить свой интерес коммерческий посредством вот этих скайп-конференций. И еще новое, что у нас уже торгово-промышленная палата внедрила, ну а мы будем осваивать это проведение виртуальных выставок. Для предпринимателей такой семинар – незаменимое пособие. Но что для обычного потребителя слово «стандарт»? И так ли это необходимо знать? Обычный человек, может, и не знает про эти стандарты. Обычный человек хочет кушать продукцию чистую, без каких-либо пестицидов, без каких-либо ингредиентов, продукцию безопасную. Одним словом, безопасную со всех точек зрения. Если каждый будет свое дело делать, я сказала, в любом документе, европейском, какой бы ни был, есть требования к производителям, требования к импортерам, требования к дистрибьюторам, органам контроля. И если каждый будет соблюдать те требования, которые к ним относятся, то тогда, конечно, будет... Самое главное – это доверие. Доверие, не терять доверие друг к другу. Как говорится, доверяй, но проверяй. Именно этот смысл вкладывают в свои рекомендации специалисты из органов надзора за качеством и безопасностью продуктов. И предприниматели, которые торгуют продуктами питания, и покупатели должны помнить следующее. Поставки любого скоропортящего товара должны подкрепляться 4 официальными бумагами: сертификатом соответствия, ветеринарным свидетельством, удостоверением качества и накладной, в которой указывается количество товара и конечный срок его реализации. В соответствии с законом о защите прав потребителей продавец обязан предоставить полную и достоверную информацию о товаре, реализуемом им, для компетентного выбора данного товара потребителем. Потребитель должен внимательно обратить внимание на информацию на товаре, на продукции. Там указывается на одном из государственных языков, должно быть указано в обязательном порядке. Приднестровской Молдавской Республики государственных языков должно быть полная и достоверная информация о товаре. Лучше всего покупать продукты непосредственно в установленных местах торговли, у проверенных производителей. Продукты, которые выпускаются на основании нормативных документов, либо ГОСТ, либо технические условия. Более качественные продукты мы, конечно, понимаем и знаем, и давно это ведется. Это те продукты, которые выпущены по ГОСТу. Конечно, продукты, которые выпущены по тех условиям, тоже обладают качеством и безопасностью, но те условия, которые принимает сам производитель к продуктам, которые выпускаются по ГОСТу, это гарантия государственная, что это продукт качественный и безопасный при выпуске данной продукции. Но условия хранения – это уже особый вопрос, потому что если мы говорим о качестве, это все то, что заложено, ингредиенты в данный продукт. А если мы говорим о безопасности,
это последующий играет роль. Это условия хранения, транспортировки, условия реализации и так далее. И другие мероприятия, которые могут повлиять уже непосредственно на качество продукции. И изменения, температурный режим и другие вопросы. И производители, и продавцы, и покупатели заинтересованы в качестве продукции. На это у каждого своя причина. Производитель обязан соответствовать требуемым стандартам. Продавец хочет как можно быстрее сбыть свой товар, поэтому некачественный никто не купит. Ну и покупатель, для которого главным критерием при выборе товара является именно качество. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни.